Красноярск, где получали аккумуляторы. Вот боксы. Должны здесь были сделать прицеп. Смотрите, АБС что-то там загорит. Ошибка. Никто нас тут, как всегда, не ждал. Никто ничего не знает. Опять начинаются звонки туда-сюда. Сегодня выходной день опять. Где-то должны еще съездить на SIP-скан сервис. Сделать ТО у нас уже. Небольшой пробег, там 600 или 700 километров. Дело в том, что опять тишина. Мы опять груженый. Ничего, никто. Еще также нам надо залететь в колонну, поменять путевочку, документы все заполнили. Остался километраж нам вписать, так по мелочи. И все, залететь, сразу отдать, поменять путевки. И двигать дальше. Ну, когда вот это через СТО СМО с прицепом, наверное, ничего не получится. Дождемся, конечно, посмотрим. Вчера ехали, доезжали уже, в 5 утра сюда приехали. Валил снег. Нормальный прям. Циклон вроде ушел отсюда. Пасмурно, снега нету. Вот такая у нас машинка. Чуть-чуть испачкалась. На улице -3. Летает химия. Воздух у нас опять куда-то уходит. Начал чуть постоит. Опять опускается. В тот раз залазил, смотрел где-то там. Где-то подшипливает, то ли будет кран на прицепе. Вот такая у нас машина снежный. Да, вот здесь шипит. Или подушка опять, блядь. С правой стороны что-то шипит. А вот тут не шипит. А вот тут шипит. А скорее всего подушка. Сильно слышно, что шипит. Сейчас возьмем. Ну все равно, в принципе, сейчас будем загонять, если будем. Ну вот тут, да. Где-то тут на жопе прям шипит. Пломба на месте. Все на месте. Видео прервалось. Позвонили. Опять сказали ждать. Что тут буду делать? Я не знаю. Как они это все собрались делать? Без машины, потому что если мы сейчас отцепимся, уедем в Альфа-скан или как он там, SIP-скан на ТО, как они тут еще будут воздух проверять, как они там будут электричество проверять, делать габариты на крыше, непонятно. И АБС, который у нас не работает, что-то на прицепе. Едем в SIP-скан. Все, прицеп мы отремонтировали быстро.
мостик вот туда. Смотрел. Рыбаки с удочками внизу. На улице шикарная погода. Минус 4. Отлично, тепло. Да, здесь он что, по кругу сейчас, да, куда-то? И туда на северное Иркутск. Там. Через 600 метров опять? круговое движение. Второй съезд. Опять Иркутск, только туда приехали. Ну, тут что-то копают, что-то там. Что-то делают. Время уже 11 час, там бы ничего не сделали. Точнее, уже не 11, уже 12 час. А, мы записывали, что равно обед. А, мы тут и ездили на этом, да, круговом? Нет, Большом? мы не ездили. Ездили? Нет. А я тебе говорю, ездили. Мы еще, ты еще не говорил, что ты здоровый, что ты, куда мы едем? Второй съезд. Ты еще ехал тут. Куда мы ехали? Не знаю, куда-то мы ехали. В Иркутск, наверное, мы ехали. За этими ездили. Да, ты говорил круговой, ну а где ты круговой? А она же, видишь, какая здоровая, и помнишь, было? Да мы, наверное, с базы ехали здесь просто. А, первый раз, наверное, не там нас повел, а здесь вел, в Иркутск, да. Точно, Кольцо так кольцо, километр окружностью. да. Это самый первый раз у нас по городу попер. Точно, блин. Ну, мы за цепями еще не заехали и поехали. Сам главное был вместо там лет цепиться где-то. Или, может, нас помоют целиком. Хотя сказали, башку тоже помоют. Здесь, видишь, прицепы не ремонтируют. Интересно, амортизатор нет? Или только масло? Фильтра в придачу дадут. Фильтра, сами поменяйте. 7 километров. И здесь тогда на базу может быть ехать. О, Красноярск кончился. Цветочки продают какие. Кладбище рядом нет. Памятник кладбище, это, блядь, цветочки. Я думал, кладбищеские. Нет. А это декоративные. Декоративный, да. ДСК. Домостроительный комбинат. Внимание, возможно образование тумана. Просто здесь раз он и образуется. Уголь надо вот покупать, семечки, орех. Да. 10 км. 10 км. Это промзона тут у нас. Нет, это деревня Березовка. Нет, это деревня Березовка. Да. На обед мы записанные. Сейчас пойдем посмотрим, что там такие для водителей есть. Комнаты отдыха, столовая, душ. Или ничего нету. Подождите на улице, да? Здесь, наверное, ничего не будет. Здесь, наверное, как в Москве, чисто просто комната. Может, комната отдыха. Да хоть бы комната отдыха была бы. Ну, будет, там будет. А вот сейчас заезжали туда вообще. Ничего нет.
Это как охуеть. Контора пишет. А, ну он неси туман здесь, он пароходики стоят слева, он видишь? Река. Речка она и справа, Вдоль речки едем. и слева, А у болота. а у болота. А вот мы и прибыли. Сипскан. Что сейчас скажут? Расцепляться, потому что не вижу прицеп, самосвал стоит. Так, заезжаем. Лесовоз стоит без башки. Какие-то машины вон там все побитые стоят. Аккуратненько заезжаем. Встанем пока что. Сейчас что скажут. Может, прицеп придется парковать. О, машины, видите, какие. Самосвалом битый. Там лесовозы тоже битые. Эх. Раз напарник что там стоит. Ах, масло сколько шел. Море. Тоже кабину заметы. Вот такая вот столовая с Каней. Видите? Выписывают талончик и бесплатно идешь, обедаешь. Вот такая же жене, да? Вот так вот. Здесь Да. обедал лакомый. Как водители кормят в Орде. В Красноярске Скания отличилась столовой. Круто. А то зал ожидания не ахти. Все, пообедали мы. Чешем обратно. Сипскан. Вот он рядышком находится. Сегодня у нас большой какой-то ТО, там и масла, и антифриз менять будут, и чего только не меняют там. Сказали, до вечера бы управиться. Поэтому опять мы тут зависли. Как в Красноярск приезжаешь, так постоянно зависаешь. То, блядь, с цепями, то с аккумуляторами, то с ТО, то... Колеса еще вот поменяем, как раз стоят. Ну да. Постоянно. У нас быстро вот ничего не могут сделать, договориться. Хорошо, хоть тепло. Вот стоим. ТОшку сделали. Завтра еще там прокладочку поменять. Нам обещали. Стоим на улице. О, приехал эвакуатор. Скамейку тоже притащил. Одиночку. Коллеги наши тоже стоят.
Наш S500. У них тоже сломалось что-то там с рулевой. Тоже выгнали, сегодня сделали. Будут завтра, сказали, делать. Внутри нельзя быть. Без телеги стоит. Телегу там внутри осталось. Вот, новый день. Идем опять на халявный обед. Строим. Вон нас прибавилось народу уже. Да, все нам ремонтирует машину. Ну, вроде все даже закончит. Половину отремонтирует. Что хотели отремонтировать. Вот магазин. Тут магазин. Ресторан или что тут? Кафе. Ух ты! Что нам-то рано так дали? Работать с 12. Заебали его. Куда их там? Амиго. Подведем итоги. Нахождение 2 дня в Красноярске. Сделали мы ТО. Большое было. Меняли и антифриз, масла. Все поменяли. Но у нас есть там еще очень много недостатков, которые нужно устранять. Машина новая уже. Поменяли еще прокладочку на поддоне. У нас вторым днем, так как течь была. Также обнаружили у нас течь гидроусилителя. На это нужно время, чтобы устранять. У нас времени не было, потому что мы груженные. Нужно вести груз. Вот, наверное, после того, как мы разгрузимся, там решим также эту проблему. Также написали в рекламации, что нужно поменять подушку заднюю правую на тягаче. Тоже начала уже подпускать. Поменять левый амортизатор задний, вытек весь. Не поменяли амортизатор, потому что в наличии не было. Так бы поменяли, в принципе. Там недолго. Так, по прицепу ничего не сделали вообще. Это в той мастерской, которой мы должны были его оставить. Сказали, без того, его оставлять без машины. Мы ничего не проверим, ничего не сделаем. Пришлось опять подцепиться и, точнее, даже мы не рассыпались. Пришлось срулить там в Scania сервис и там делать того. Хотя нам сказали там же, что чехловый прицеп у нас не могли сделать. Мы все это ремонтируем. Ну, так как-то решил ответственный за ТОшки, за ремонт. И виднее. На улице у нас минус 10. Проехали Ачинск. Скоро уже там Кемерово.
напарник лег отдохнуть. Что еще можно сказать? Погода пока радует. Сегодня было вообще там +1, наверное. Вообще все таяло прям классно. Ну что мы сюда вот ехали, валил снег. Все, уже ничего нету, все сухо, все чисто, вообще отлично. Девушки нам машину помыли. Ну, правда, башку тут у нас на ремонт, башка только еще тоже. Поэтому машинка чистая. Кстати, хочу сказать, Сибирский сервис Красноярский вообще офигенный. Небольшой. Но отношение к своим клиентам, блин, он намного лучше. Бесплатный обед. Вот этот талончик идешь, кушаешь, разъясняют все, говорят все. Ну, блин, мне понравилось. Да, конечно, зал ожидания там на ресепшене просто сидишь. Это, конечно, не есть гуд. Ну как по общению, как по разговорам, как к отношению к людям, ну, блин. Опять же, мойка автомобиля, блин, вообще отлично вымыли все. Голову, прицеп, все, седло, там все, вообще всю раму вымыли прям на ура. Нигде нам так еще не мыли. Набережная Челнах отвратительно моют машину. Буквально 15 минут и все. Выгоняем машину, все, машина чистая. Так, грязь позбивают. И больше ничего. Нигде там не подлазят, нигде не вымывают, ничего. Так, тяп-ляп. А тут прям, блин, ну, классно, классно. Все у них чистенько, все. Советую. Прикольно. Да что, блядь, муляж заколебало уже, блядь. Очень отличный сервис, небольшой, но отношение к людям там бомбовское, очень понравилось. Ну что, двигаем в Москву, там посмотрим, куда нас направят, что мы будем делать дальше. Рецепт нам надо делать, у нас ошибочка была. Чтобы машина была в отличном состоянии. Двигаемся дальше. На улице -1. Езжаем к Уральским горам уже скоро. Бочка сползла. На обочине.
рабочим, а потом ковид начинается. Многие так заваливаются, даже на легковых машинах. Так что вот. Все, машинка наша уже родилась в какашку. Вся грязная. Экспешнее он едет. Грязи. Проехали курганом до Челябинска. И все, и начнется у нас. Там должен быть циклончик прийти. Не знаю, что пройдем Уральские горы. Надеюсь, что будет все нормально. Вот мы и долетели почти до Челябинска. Уже Карполи остались. Вот так вот на улице здесь. +1. Тепло. Хорошо. Блин, вообще бомба. Машинка у нас такая чуханская. Стекла помыл. Фонарики пробежался, помыл. Все залепило. Уже асфальт сейчас почище стал, так не будет сильно залеплять. Боковые у нас чистенькие. Направили полные баки. Сейчас мы находимся на объездной Челябинска. Сейчас объедем его и попрем на Уральские горы. Ну, погода, блин, конечно, шикарная. Хотя с стороны Уфы смотрел, идет там циклончик, идет на Уральские горы, но не знаю как. Успеем проскочить, не успеем, или как что получится у нас. Блин, ну погода вообще радует, весна уже прям практически. Конец февраля у нас. Вот машинки на стоянке стоят. Напарник у меня готовит обед нам. Сейчас тоже пойду помогать ему. Машину помыл, протер он фонарики. Пойду помогать.